Сурабальдиева Эльвира Джергалбековна. Рахмат Дастан Арцпекович. Вот, Олег Михайлович, вы правильно поймите, почему я как бы очень пристально к этому вопросу на комитете отнеслась, да? Потому что с 92 года Кыргызстан получил кредитов и грантов на 10 миллиардов долларов США. Из них 25% ушло на транспортные расходы. То есть это получается порядка 2,5 миллиарда долларов США ушло на то, чтобы решить вопросы с инфраструктурой, именно дороги. И при этом наши дороги потихоньку, конечно, меняются, но все еще оставляют желать лучшего. На энергетический сектор ушло 22%. И мы сейчас поднимаем вопросы, то есть правительство или где-то там вот в каких-то вот кулуарах идут сплетни о том, что да, мы себя не оправдываем. При этом столько энергетика съела столько грантов и кредитов. Социальный сектор 6%. Это очень маленькая сумма в общем объеме. Но 6%, при этом до сих пор мы не обозначились, и никакие услуги у нас не изменены. Сельское хозяйство 4%, да, тоже не самый большой процент. Но основной вопрос, претензия местных жителей, она в чем? В том, что зачастую, когда говорят о коррупции, связывают ее с грантами и с кредитами. То есть лица, которые имеют доступ к вот этим грантам, кредитам, почему-то потом, допустим, если говорите вы сейчас, 70 малых предприятий вы планируете создать, малых и средних предприятий, почему-то эти 70 малых и средних предприятий, я надеюсь, в этом случае будет по-другому, но обычно создаются только вокруг лиц, принимающих решения по этим проектам. То есть аффилированные с ними лица, лица, имеющие доступ к государственным каким-то вот своим каналам, связям и возможностям. Именно поэтому кредит доверия населения очень низкий. Я очень прошу, вот эти 40 миллионов, кто-то говорит, что надо было срочно принять, поэтому опросным методом попросили. Я была против, потому что я прошу впредь приносить детализацию. Дастан Арцпекович, сиздиде сурайм. Детализация апкельмейнча каулалбайлы, ТЭЦ боюнча 5 созывты бекер ушкан жок. Потому что вы принимали решение. Даже сейчас коллега спрашивает, кто понесет ответственность за 40 миллионов. Здесь говорят, что она будет раздроблена по проектам, то есть получается конкретно ответственных персон не будет. Так и будет и с этим проектом. Я надеюсь, что потом, когда вы тоже будете не по 10 лет на этих должностях, мы тоже не будем по 10 лет, но когда через 10 лет мы все с вами встретимся, если какой-то гражданин поднимет вопрос или будущие молодые депутаты поднимут, что вы добросовестно смогли на них ответить, чтобы каждая копейка ушла на то, на что действительно предназначалось. И также с нашими кредиторами и грантами. Вот у нас по списку идут основные кредиторы, наши заемщики, Азиатский банк развития, Всемирный банк, Евразийский банк, ЕБРД, Эксимбанк, Япония, Россия, Турция, ну не говоря про Китай, да, они тоже выдают такие большие кредиты с надеждой и доверием, что мы потом имплементируем правильно. Я очень прошу, чтобы в будущем не было коррупции.